За 3 месяца с момента своего назначения Алексей Пархомович в таком формате с журналистами общается впервые. Знакомство с новым главным спасателем проходит за чашкой кофе. Родился в Ростове Ярославской области в семье военных. Долгое время служил на Дальнем Востоке. Затем перешел в МЧС, работал в Тюменской области, а в мае приехал в Коми. 13 числа был назначен. 15 числа получил задачу прибыть для дальнейшего прохождения службы. И затем 19 числа вместе с главой мы убыли по местам. Тогда у нас проходил Павлодок, Таустыльский, Ижманский район. Убыли для того, чтобы для оказания помощи людям, нуждающимся, которые пострадали от половодья. Времени на раскачку не было совсем. Большая вода, пришедшая во многие районы, стала испытанием на прочность не только для жителей подтопляемых сел и деревень, но и для сотрудников МЧС. И с поставленными задачами спасатели справились. Для эвакуации населения оперативно развертывали пункты временного пребывания, организовывали дежурство на реках и наводили переправы. Благодаря скоординированной работе республиканских властей, регионального МЧС и глав местных администраций удалось предотвратить куда более серьезные последствия паводка. Но вслед за большой водой в Коми пришла жара, и люди полезли купаться. Беспечность взрослых. Дети находятся бесконтрольно. Понятно, что всегда в сельской населенной местности, в удаленной местности, в деревнях дети всегда жили на реке, жили лесом, да, но тем не менее северные реки, они дают о себе знать, и поэтому необходимо родителям больше уделять контролю за детьми, где они находятся, как проводят свое время. Еще одна сезонная проблема, свойственная Коми – лесные пожары. Уже 32 официально зарегистрированных. Территория, пройденная огнем, более 411 гектаров, а в прошлом году, например, сгорело 22. Среди основных причин – сухие грозы, но чаще все-таки вина человека – непотушенный окурок или кострище. Надо учитывать, быть осторожным нашим гражданам, которые очень любят посещать лес, собирать дикоросы, находиться на охоте, что все-таки нам надо беречь свой лес. И на тушение лесных пожаров государство тратит колоссальные средства. А лес восстановить, или он восстанавливается очень долго, и восстановить лес – это очень проблемно. Сотрудникам МЧС приходится работать и за пределами республики. Так, 6 июля по поручению исполняющего обязанности главы Коми Владимира Уйба в Красноярский край направлена группа из 27 сотрудников лесопожарного центра. Ввиду крайне сложной обстановки ранее там ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. На сегодня в Красноярском крае более 20 действующих пожаров на площади более 11 тысяч гектаров. На борьбу с огнем привлечены сотрудники из нескольких регионов России. Если, не дай бог, сложится определенная ситуация на нашей территории, не дай бог, то нам тоже будет оказана соответствующая помощь. Ребята выполняют задачу, одни вернулись, другие на Дальний Восток улетели. На пресс-ланче затронули ситуацию с коронавирусом. Для минимизации рисков сотрудникам регионального МЧС рекомендовано воздержаться от посещения других государств и после открытия границ. При этом сам Алексей Пархомович ненавязчиво прорекламировал курорты Краснодарского края. Как признался главный спасатель Коми, лучше всего в Сочи. Алексей Корчма, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.